Любовь – это, безусловно, самое прекрасное чувство, если только оно взаимное. Но, к сожалению, в жизни чаще всего встречается безответная любовь. Насколько тяжело быть любимой, но не любить, Екатерина знает как никто другой. Ведь уже почти год молодой человек пытается добиться ее расположения. Когда я в первый раз ее увидел, я подумал, какая красивая девушка, обаятельная, умная, общительная. Я влюбился в нее с первого взгляда, и тогда же я понял, что нам суждено быть вместе. Сначала мне очень понравился, была симпатия к человеку, но постепенно, то есть, когда мы с ним общались, я поняла, что человек просто мне не подходит, не мое как-то. Я постаралась ему сначала просто объяснить, расстаться как бы по-хорошему, но он не понял. Ухаживания продолжились. Я подумал, что же делать, но решил, что надо бороться за свою мечту до конца. Вы знаете итальянского философа Макиавелли? Считается, что ему принадлежит выражение «цель оправдывает средства». И Катя, она достойна того, чтобы за нее боролись. И я буду бороться до конца, подумал я тогда. Артем караулил ее около подъезда, выслеживал, ходил буквально по пятам за девушкой, одолевал звонками, сообщениями. Безусловно, такое навязчивое поведение молодого человека Екатерину начало раздражать. Я перепробовала много разных способов, чтобы как-то ему объяснить. Я его игнорила, я меняла телефон, но он знает дом, где я живу, то есть он меня и там находит, нормально объясняла ему уже много-много раз, он не понимает. Я ему уж и грубо объясняла, он все равно не понимает. Я вот, честно, уже все перепробовала. Если вы хотите избавиться от поклонника, то в первую очередь нужно решить для себя самой, действительно ли вы этого хотите. Если вы вправду не хотите больше не видеть его, не слышать его любовные признания, не натыкаться на его преданный взгляд повсюду, не получать от него подарки, психологи советуют в общении с ним придерживаться следующих принципов. Никогда не нужно идти на уступки. Стоит один раз поддаться по слабости характера, на завтра он потребует большего. Не поддавайтесь на шантаж, скажите ему в лицо все, что вы думаете о его методах запугивания. Не ленитесь говорить, что вам он не важен. Стоит отторгать чувство вины. Вы не виноваты, что он в вас влюбился, и не несете за него никакой ответственности. Не принимайте подарки, это самый откровенный подкуп, даже если подарок дарится к случаю или по поводу. Не злоупотребляйте его услужливостью, берегитесь, как бы он ни стал вам необходим. Демонстрируйте привязанность к другому человеку. Никакая любовь не выдержит ежедневного вида счастья, даруемого сопернику. Но и некоторые способы можно придумать самой. Я уже не знала, что мне делать с этой ситуацией, и мне мама посоветовала, то есть попробуй с ним встречаться и просто сама ему надоедай. Ну, я согласилась с ним встречаться. Я ему с первого же дня, я ему постоянно названивала, писала ему смс, я его никуда не отпускала с друзьями гулять. Я ему все равно, давай с тобой вместе, все вместе. Я там капризничала, там, чай принеси мне, ты не такой мне чай принес. То есть именно вот в течение 2 недель, то есть я вот ему таким отношением просто всю его любовь я разрушила. Я испытал на себе то, что я делал с ней. Это, какое слово подобрать, сверхнадоедливость. Я не знаю, она названивала мне в любое время суток, я даже вспоминать об этом тяжело, я не знаю даже, что сказать. Ну, в итоге я однажды подошел к ней и сказал: ладно, Катя, давай останемся просто друзьями. Как говорится, на войне все средства хороши, поэтому если вас одолел назойливый поклонник, стоит перепробовать все методы. В конце концов, никогда не поздно согласиться. Татьяна Макарова, Иван Миронов, информационный канал «Просто».